Тариф на электроэнергию в Абхазии не единый. Предусмотрена определенная градация по группам потребителей. Основная группа – это тарифы для физических лиц, потребляющих электроэнергию в бытовых целях. Тариф для населения по-прежнему составляет 40 копеек за киловатт-час. Следует отметить, что ни в планах Министерства экономики, ни в планах Черноморэнерго, насколько мне известно, ни в планах энергетической комиссии повышать этот тариф нету и не планируется, по крайней мере, в ближайшее время точно. У нас тариф на электроэнергию социальный, он по сути является минимальным вообще по всем мировым стандартам, и в Европе такого нигде нету, причем вот, помимо нас минимальный тариф в Украине составляет, по-моему, 1,2 рубля, у нас по сути получается в 3 раза меньше. Существуют отдельные тарифы для учреждений образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, а для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц так называемый коммерческий тариф. По постановлению Кабинета министров от 2005 года о порядке расчета за электроэнергию в Республике Абхазия группа «Физические лица, использующие электроэнергию в бытовых целях» делилась на две группы. Первая – это физические лица, потребляющие электроэнергию до 5 киловатт-час. Вторая – свыше 5 киловатт. И те, кто свыше 5 киловатт, они по этому проекту приравнивались к группе коммерческих потребителей, потому что считалось на тот момент, что 5 киловатт достаточно большая мощность электропотребления на тот момент, и то, что все, что выше, там, вне зависимости от цели, для бытовых нужд, для коммерческих нужд, это приравнивается к коммерческим потребителям и тарифицируется по соответствующему тарифу. Однако времена, а точнее техника и благосостояние населения меняются. Установленные в 2005 году 5 киловатт-час – достаточно небольшое потребление. В связи с этим на недавнем заседании Кабинета министров принято решение увеличить эту норму в 4 раза. Теперь 20 киловатт – верхняя планка, свыше которой и будет применяться тарификация 85 копеек за киловатт-час. Данная мера, по словам Батала Тарба, позволит выявить тех, кто, не оформившись в качестве индивидуальных предпринимателей, занимается коммерческой деятельностью в своих домовладениях. Таких много, например, в Гагрском районе. В этом случае самым простым и естественным критерием определения становятся показатели счетчика. По нашим расчетам, просто вот эта вот величина 20 киловатт, она практически, может быть, коснется каких-то очень крупных домовладельцев. Чтобы было понятно, 20 киловатт – это примерно 20 кондиционеров должно, в каком-то объекте находиться, потому что, примерно один кондиционер 1 киловатт. Холодильник, там тоже какая-то определенная величина, телевизор. Вы сами понимаете, что достаточно крупная величина. Вот опять же, это коснется больше всего владельцев таких мини-гостиниц, мини-отелей, которые оказывают такие услуги по размещению отдыхающих. По сути, тарифы-то остались без изменений. Мы ничего в этом плане, никакие изменения не вносили в действующую тарифную сетку. Но при этом изменился подход, определяющий отнесение той или иной группы к разной категории. И получается, что те лица, которые потребляют именно для бытовых целей электроэнергию с присоединенной мощностью свыше 20 киловатт, то есть то, о чем я говорил ранее, они будут приравниваться к коммерческому тарифу, то есть 85 копеек за киловатт-час. По мнению членов правительства, принятое постановление о порядке расчета за электроэнергию в Республике Абхазия ставит в равные условия все субъекты электропотребления в нашей стране. Амра Амичба, Саида Гухава, Абхазское телевидение.